утро. Хорошо поспал. Не замерз, нормально. А ветер сейчас идут мне. Все, собрался. Едем дальше. Сегодня хоть ветра сейчас пока нет. Погодка такая, тучки. Там вот где-то дождик вообще идет, вижу. А вот она, река Чуя. Чуйский тракт. Сейчас мне с ней долго-долго ехать вниз еще. Наконец-то облака. Солнце за последние дни меня уже подутомило. Где-то облачность, как глоток свежей воды. У меня лицо уже все обгорело от солнца. Вчера еще вот эта левая сторона. Сейчас в ущелье скоро заеду. Вот дорога зашла в ущелье. Высота сейчас 1600 метров. Вон уже ели пошли. Деревья. Что это, тополя? Осины, тополя. Обалдеть. Вот здесь уже природа-то другая даже. Там открытое пространство, а здесь вон и травы поболее. И ветер так не гуляет. Вот Чуя. Ух ты, родник нашел. Надеюсь, их сейчас будет много по дороге, а то у меня как раз сушняк сейчас. О. Поселок. Наверное, затапливает его часто. Чуйка-то. Да, давно я не видел деревьев. Здесь и ели, и сосенки, тополя, осины, берез. Ох, какой запах. Березовник пока мало еще, они есть, то они как кривые пока. Тяжело для них здесь еще условия такие. Высоковато. О, какой запах. Прям весь организм оживает у меня.
столько чувств прям вызывают эти запахи. Я тоже снимаю вон фильмы. Вон люди с Новосибирска едут. Да, Серж Горелый. Все, хорошо. У меня на YouTube канал есть. Я могу визитку дать сейчас. Ладно, давай. Давайте, счастливо. Давай, пока. Вот так. Асфальт хороший, кстати, пошел сейчас. Такой нормальный, не трясет. Как китайский почти. Может, китайцы строили, я не знаю. В России вот такие вот могилки возле дорог есть. Нигде такого не видел. Едешь как по кладбищу. Много здесь. Вот и алтайские захоронения какие-то. Камни стоят. Вон два курганчика маленьких с камня. Сейчас и гречечку бы сварить, думаю, спуститься к речке, отдохнуть. Красота такая, тем более. Только не знаю, у меня зажигалка есть вообще что-нибудь. Меня своровали эти ребятня в Монголии зажигалку. Может, где-то лежит на дне какой-нибудь сумки. Надо посмотреть. Цапли ходят. Да, красота. Теперь я понимаю, почему все на Алтай едут. Когда я был в Южном Алтае, я не понимал. Одни степи, пустыни. Здесь, да, красота. Чуя. Нашел зажигалку.
Ангара. Значит, живем. О, хорошо, как искупался в Чуе. Нырнул один раз. Холоднющая вода. Сейчас как раз позагорать еще. Вообще замечательно. Надо начинать сезон загарочный. Восстанавливать мой вьетнамский еще загар. Потом Тибет уже не до загара там. Покушал гречки хорошо. О, футболочку одел. Не помню, когда я последний раз одевал. Наверное, в Южном Китае где-то. Еще в Юнани провинции. Теперь наконец-то можно ее одеть. Горно-Алтайск 409, вот, Новосибирск 816. До Новосибирска пилить и пилить еще. Вот сейчас еще одна долина. Водичку я прям с речек набираю. Речки здесь чистые, там поселений-то нет. Пару кошар, может, и все. Столько ручьев течет. Обалденно. Сказка, просто сказка. Красота какая. Лес, птички
поют. Вообще другой мир какой-то попал. Ох, сейчас вот пока непонятка у меня одна. Сейчас скоро будет Акташ, поселок. Километров через 25-30 еще, наверное. Да, километров 25. Вот, мне написал человек с Акташа, как велосипедист. Позвал в гости. Вот сейчас я ему сообщение написал еще вчера, что я приеду, но он пока в онлайне не был. И вот я пока это непонятка. Ну, думаю, напишет, ответит. Да, здесь тайга уже натуральная началась. Степью уже и не пахнет. Такие альпийские луга. Таежная такая. Вот тут ребята заехали. Путешествуют. How time your travel? Now 7 weeks. 7 weeks. 7 weeks Yeah, and we have another Yeah. 2 weeks to Ulaanbaatar. 2 месяца, в общем, путешествовать в Швейцарии. Only bicycle, Europe, Russia. А Казахстан? Uzbekistan. Таджикистан? No. Киргизия? Иран. Иран. Все понял. Turkey. Armenia. Georgia. О, Кавказ еще, Caucasian countries. Very good, very good. Caucasian countries, very good, eh? Good people. And where have you been? Huh? Where have you been? 2 years. So what did you? The Yeah. whole world? All Eurasia to Middle Asia, wintering Middle Asia to Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzia, return to Russia, all Siberia, Vladivostok, next China, Vietnam, Laos, Cambodia, Vietnam, China, Tibet, mountain, and Mongolia and Russia, and now go to home. No, now 30,000 kilometers. 13. 13. 13,000. Yeah. Wahnsinn, ne? And the bike is good. No, there's no problem. No problem. Dat doe je redelijk, hè? Normal. No mountain bike? No. No, so. No. This is asphalt. No, it's no problem to. Mongolia, no problem. No. That's to you sitting Facebook, eh? Yes. That's my visit card just. Oh, yes. I get my visit card. Just Take a picture. okay.
Давай. Perfect. О. Во, моя визитка. Oh, good. Там Инстаграм, Okay. Facebook. А Facebook там my YouTube channel. Okay. Ah, great. Oh, perfect. What's your name? Никита. Никита. N-I... Да. Ah, Никита. Nikita and Васильев. Vasily. Васильев. Difficult this. Kyrillish. Difficult. Все, ребята едут. Сказал им про Монголию. Говорю, сейчас скоро деревьев не будет. Наслаждайтесь, впитывайте пока деревья, воду. He's my son. Сан? Yes. О, Father and son. very good. Good son. Bye. Давай. Давай. И вот красавчики. Отец с сыном. Вот молодцы, а. Расту балзын. Что-то дождик начинается. Все, я уже к Атташу подъезжаю, тут одни базы отдыха. Я издалека еще смотрю, что думаю за дым. Неужто, думаю, дом горит? А это, оказывается, свалка. Я даже подумать не мог, что в таком красивом месте может быть свалка. И она еще горит. Это вообще кранты, капец это просто. Это сколько отравляющих веществ сейчас в воздух вот выходит просто в таком месте. Это такая тупость. Вот в этом вот вся Россия. Вот. Вон там баллоны какие-то бабахают.
Да, вообще ужас, конечно, ужас просто. Ну вот Акташ. Основан в 1942 году. В общем, человек пока еще не отвечает. Нет в онлайне. Сейчас я тут магазин какой-нибудь найду. Подожду чуть-чуть. Может, часик. Если не ответят, то поеду дальше. На ночевку уже. Сейчас заехал в столовку. Тут это пирожное с кипятком набрал. Этот чай китайский свой. Все так по-российски прям. Вилочку. Капец, Первый канал. Давай поженимся. Все дела. Ой. Ой, это российское телевидение, да, капец. Иногда думаешь, лучше бы я русский язык не понимал бы. Это говно на вентилятор в телевидении, все набрасывает, какое-то говно показывает и смакует это. И люди смотрят еще. Я просто удивляюсь. У меня как прям вот тут сижу, вот говно льется прямо на меня, вот, пахнет. Ну вот, короче, ответа пока нет, в общем. Поеду дальше. Завтра еще прогноз посмотрел, похолодание будет. Ночью минус. Я вон фильм снимаю. Так что едем дальше. В Акташ заехал, в магазин надо найти. Смотрю, это ребенок плачет, мама орет на него. Русская. Что-то я нигде такого не замечал, чтобы на детей орали. В Китае я что-то такого не видел. Домики везде, гостиницы, короче. А мне надо в лес. Мне не надо в лес. С палаткой херово, конечно. Сейчас опять тентом накрыться. Завтра холодно будет. Ух ты, черемуха пошла. Березки уже нормальные там стоят, я видел. Я что-то не промониторил, какая высота вообще сейчас, мне интересно. Сейчас посмотрю. Просто уже природа меняется, это растительность, надо посмотреть. Высота 1150, короче, уже километр. Нормально, я так давно не спускался так низко. А, в Монголии спускался же. Вот и сразу растительность меняется, это чувствуется с высотой прям. Какой закат восхитительный. Люблю я вот в это время ездить, хотя уже ночлег надо ставить, потому что не найдешь, темнеет, тяжело будет искать.
здесь хорошо. Как мы вот часто вот этого всего не замечаем, а? Как? А вот если представить, что вот ты с другой планеты и вот это вот увидел, ты же просто ахнешь. Вот прилетела я с какой-нибудь там, не знаю, Плутона, да? И вот увидел такое просто зрелище. А мы родились на земле, ко всему привыкли, в своих мелочах, в своих заботах каких-то муравьиных, даже не муравьиных, я не знаю, как их назвать. Как бы лицом в парашу, короче, в какую-то залезли. Переживаем за все. Когда такое небо видишь, то понимаешь, что все эти переживания, эти нервы, они вообще ничего не стоят, абсолютно. И вот самое главное — это не забывать и смотреть на небо почаще. Все, нашел место здесь на холме. Чую я недалеко. Все, спать, отдыхать. Завтра будет еще один день, насыщенный, спуск вниз. По прогнозу холодный день, 5 градусов всего. Закат был красный, может быть и будет реально холодный. Все, доброе утро. Время уже 7 час. Проснулся, сейчас дождик пошел, что-то проснулся. Вчера вечером, в общем, человек отписался с Акташа. Когда я уже спать почти лег. Такой: ты чё, говорит, где, давай приезжай. Я говорю: нет, я не поеду, говорю, не хочу я наверх ехать. Тем более назад вообще не люблю ехать. Я уже настроился как бы ехать дальше. Ну, сегодня он, в общем, за мной приедет. На машине, как вроде как. Напишет, он проснется, сейчас еще время раннее. И приедет, меня заберет. Ладно, что. Пока я лежал-то, солнце вышло. Поляна вся зацвела. Это что такое, рисы же, да? Синие, желтые. Красота. В общем, еду назад на Акташ своим ходом. Благо ветер попутный. Отдохну, посмотрю. На Алтае горном когда я еще буду? Когда я еще сюда приеду? Спуститься я всегда быстро успею. Раз уж зовут. Сейчас созвонился с утра. Приезжай, давай. О, велик. А где он сам? Оу! О, хорошо, ветер попутный сегодня. А я тебе сразу сказал, он тут всегда западный. Здорово. Вниз с горочки как. Да, слушай. Тебя как зовут? А то у тебя там не написано. А, Славян. Славян? Да. Слава. Славян. Все. Вот, наконец, приехал. Доехал. Вчера ждал, короче, я в кафешке час сидел, думал, ответишь, нет, а не ответишь, думал, поехал. Мы же колхозники, нам что в интернете-то? Да понятно. Я бугрит брови, я думаю, не звонит, а у тебя тот номер со страницы, он вообще... Вон, едем. Сегодня вот что, оказывается, чувак здесь живет.
в горах там. Земля, говорит, с Башкирии. Только Культурная программа сегодня Да. будет, Никите. Так что уже культурную программу придумали. Сегодня, говорит, в горы едет. Ну, в общем, увидите все. Ну вообще мимо нас не надо проезжать. Мы Да. сами тут все велосипедисты. Все, дома вон. Кошки встречают. Вон Наташа из Удмуртии, землячка. Все, вот. Это первое мое. Это в гости первый раз в России сейчас заезжаю. После длительного. Вот так. Поэтому мои первые хозяева посвящения. А ты, а это наш священный просто велогость, который осветил нашу территорию. освещает, да. Ну, территорию, спасибо, будущий спасибо. Такой приют. Ну, хочется не для стандартного туриста сделать, там, Да, конечно, такое место шикарное. пьяного, а для такого спортивного. Такой. Не алкорайдеров, да? Да. Вот тут прям Потому что- ущелье. Здесь есть нормальные тропки. Прямо отсюда можно по ним заехать высоко в горы. Красота. Вот Акташ. Верхний. Он тоже велосипеды. Да, место шикарное для жизни, конечно. Очень Велики здорово. тут в Акташе живут, встречаются весьма такие борзые, даже там 1150. Ну, это понятно. Есть ребята, которые по горам скачут. А я даже на современные деньги-то я не знаю, сколько они стоят. Потому что сейчас что там с этими долларами. Все свои интересы. Алёсь. Ой. Короче, ребята, что, вот проехали они Киргизию, Таджикистан. Я смотрю в интернете тоже, как за ними. Ну и сделали себе имя. Какое? А, на видео? Ну, то есть, да. Красота вообще. Вообще. Я поснимаю. Я с Чебоксар сам. Нет, а сейчас едешь. А, сейчас-то с Монголии. Турист не птица, Монголия за границей. Да. Вот, встретили земляка. Да, человек с Китая, там, Через Пакистан вышел. Сейчас ты стороны. Не, Привет, Чебоксару. А с Башкирии откуда сами? С Кумертауска проехал. Кумертау, какая деревня? Кривля Илюшина, рядом маленькая деревня. Там Павловка еще рядом. Вот да? Павловка Нифига есть, себе, я ж там был. Да? Я в Вот. Павловке. Да? Я в школу ходил. Все земляки, В школу ходил я. В школу? Там 40 деревни было, 7 Ага. Я в школу заходил. Каждый день. Вот можете передать привет Павловским, там они сидят, смотрят башки. Я Башкирию-то все. Он это транслирует все в интернет, Почему? да? Я что, пусть Я ж Башкирию всю по чувашским деревням почти проехал. Белебеевский раз везде. В Белебей был, только не в рамках этого путешествия, но я вот начинаю вот такого. Да сейчас из башки уже все вылетело, столько мест было. Обалдеть. Уже так месяц сохнет. Я ее уже обмазал. Погреб здесь. Завтра цемент подъезжает. Будем уже лить. Че? Отработкой уже пропитал. Скоро будет дом. Нет, Нормально. эту не буду. Вот там, где сделаны эти тумбы. В общем, будет на тумбах стоять как бы на цементе конкретном, а в основном будет залита обшивка бетоном. Теплым. Перед машиной. Все, велики затолкали, короче. Потом будем с перевала спускаться, вообще здорово. Наверх едем на халяву. Все, поехали. Кочевой репортер. Хаятпар. Осторожно. А здесь возле костра вот стоит. Вот бабушка у костра. Бабушка твоя? Жила. Все, выгрузились. Кстати, купил вот этот велик в путешествии после Киргизии. У меня тот начал ломаться. И я такой, что-то запчастей не нашел. А смотрю, на Авито продается нормальный К2. Еще с старого времени, который, ну, когда велики были серьезно надолго делались. Я думаю, дай мне я возьму. Прикинул, хватает. Так вот в путешествии поменял прямо велосипед, а тот другу оставил. Ну вот тут зашли в помещение. Тут на самом деле музей
Сколько гармоний. Большая советская энциклопедия. Многоножки. Лонхо. Это сколько томов-то их вообще? В общем. Вот люди писали, да, не лень все это составлять было советским. Видимо, приказали. Ну и ветрище. Одна курица сдохла. Пока ехали, что ли? От страха? Сейчас и сразу Может ее тошнило? укачала. Ничего себе ее укачала. Да. О, вьетнамская. Ага. Вьетнамка какая. Так а мы тут Как от вы? вас едем, да, и там на такие видоску стоит. подняться, по И горе там, короче, проехать, проезжать, я такая, спуститься на полигон. Это самое первое, что я проехал. Да-да-да. Ну она же бросается в глаза. Я когда первый раз Елкин, ты смотришь не это? Как его? Колбу. Шеварим. Блин, как здорово все-таки, а. Как давно я в гостях вот не был. Тем более вот у чувашей своих встретить. И вообще, можно сказать, родственников. Да что? Тебя ведь тоже дарить можно? Да не можно сказать, так и есть. Ой. Если можно, Вон черемшу тут. Ничего, у нас О. Что там лошата? Сейчас лошадь пригонят. Ну ладно. Ага, вот. Да. по ниточке собрано. Дядь Валя, куда? Вот же. Похож прям. Капец. Да, так попадается такой-то рука от меня такая. Какой длинноногий Так вот, Козел. смотри вообще. Здоровый. Порошенко. Так прикинь, вообще собакам положила покушать, да, и они прогнали, короче. Тут козы, собакам пизды дают. Вообще жестко. Собакам жрать наложено. Они подходят. Наглый, да, такие? Ну он вообще здоровый, как ослик, да? У этого еще рога под зад. А еще есть маленький артемончик. Она как Ну конечно ты в этом в тулупе. А он думает свои. А у того она знает. Собака сразу нас. Причем не его, да, а другого. Может друг на подругу попадет. Да опять. Порошенко. На, Петя. Такой ножки худенькие. Лосенка. Как
трехцветная, как кошка-то. Я сразу ассоциация. У нас кошка тоже трехцветная. Ох ты, как тут нифига фотоаппаратов сколько. Это что, рабочие они все, что ли? Обалдеть. Свет, полежи, отдохни, потом все равно 2-3 часа. Ну, хорошо. Быстро, не отойдешь, быстро. Хорошо. И дети оставляют. А чувашский флаг где здесь? Где ты был? Вон он чувашский. О, какой классный. Смотри. Давай, ложись, отдохни. Хорошо. Еще сюда впереди, правильно? Да. Прямо сюда. Ага. Все, добрый вечер. Поспал чуть-чуть, а то сегодня не выспался, а с утра проснулся. Сейчас банька будет. В баньку неохота уставшим ходить. Нагрузка. Сколько фотиков здесь. Вообще такая база классная. Столько рисунков. И люди оставляют. Обалдеть. Столько всего. Юра дура мой уйрана, Энжигали мансовные. Юра дура уйрана, Юра да так течело, Орах мастак течело, Эльбульже ура хере, Раша гвардия лумана, Эльбульже ура хере, Раша гвардия лумана. Парнелерimi ince gerzası, Kayazak dizin Kayazak dizin Kaşacak dizin Kaşmide burçe Bu ince Kayazak dizin Kaşmide burçe Gece kerim samimi Angara ложа, чувашина гюрзе дугашу. Ангора совны, шумна вайба бунзала ращу. Вот эта песня хорошая была. Агже зимышта долда. Унче пилим кашта динесре, Адали бедине задаешь ветри, Агрилечи одежде жетине. Это продолжение предыдущей песни? Шабашку жинже, на долгий жинже. Вот. Шабашку жинже, а долгу жинже. Епшура, чаваш ялинже. Вон закардачу, амгере, астумаста кышвага трине. Закардачу, астумаста кышвага трине. За Волгой, говорит, Адулешинче. Я родился в чувашской деревне, говорит. 18 лет полюбил девушку, говорит. И не помню, каких годов она была, может, младше, старше. Это Шимек иртесен, Эдмонгун иртесен, Шимек сидече. Это Пасха прошла, говорит, и тройство подходило, говорит, мы выходили на поле, говорит, играть. Типа. Кузем хура, кузем, черные глаза у нее были. Что, чуваш православный? Да. И потом. Ну недавно. Да, и потом такая. Язычники. Да, Тура был. Да. Тура. Тура. Бог. Наши верят. Это
Как его? Типа древняя наша. Как его, это, получается, третий куплет, там словами, если так посмотреть, это старинные это, как, обряды, типа, не положено, типа, жениться, ну, как, выбрали невесту, и все, как раньше, и значит, ты женишься, и это. И мою девушку продали за бутылку, за ведро самогонки, и еще уничьень, что-то такое. Сверху. Такая жесть, хуже, чем на летнем Акташе. Старинная песня. Ленки-ленки Афгалан машинче биле кирле, ленки-ленки Афгалан машинче биле кирле, тада гирле, тада гирле, тада гирле, гирле, тада гирле, тада гирле, тада гирле, ленки-ленки Афгалан Номер 8941. 61. Мне пишут пропуск на границу. Приграничная зона. 8961 996 Ага. 0174. 01 74. 74. Так, планирую. Дальше. Планирую. Точка. Планирую, начинаю планировать. Сейчас официальное вручение. О, спасибо. Спасибо, спасибо. Все, мне выдали официальный маршрутный лист. Автотуриста, правда. Надо велотуриста избрать. Да, теперь я буду везде показывать это. Можно в Кремль с ноги теперь заходить. Погранзастава имени Валентина. И гимн России еще споешь, и все нормально будет. Классно. План положить. Можно жить еще на свете, если видишь небеса, если слышишь на рассвете птиц веселых голоса. Все, Валентин меня отправляет в баньку. Банька, говорит, готова. Я в баньку уже как скучал, ребята, вы же помните, сколько я в Монголии, в Китае, как я переживал. Все душ да душ-то у меня один. Так, красота здесь, озера какие. Дрова подкинь. С этого? Цветочная, что ли? Ох, банька-то сказка просто сказка. Сейчас уже приоделся, уже высох. О, холодненькой водой облиться. Там еще где-то банька внизу есть, там можно прям в озеро прыгать. Ой, кайф, кайф. Такой контраст. Сейчас прям сил нет, прям вот сижу и засыпаю уже. Организм прям здорово. Сейчас покушать еще надо. Яшка там сварилась с курицей, с вермишелью. Да, меня, конечно, сам Бог сюда привел. Ведь хотел дальше ехать, ведь артачился вчера, писал, я говорю, не, я поеду дальше, наверх не поеду. Слава меня, нет, ты чё, дурак что ли? Так, от такого отказывается, это действительно что, когда еще на Горном Алтае-то побуду. Может, места посмотрю, когда-нибудь сюда жить приеду. Чуваши есть уже свои, полегче будет.